Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага достар, здравствуйте, уважаемые подписчики канала Комитета Башкирского национального движения за рубежом. Российская пропаганда продолжает свою атаку на захват сознания наших детей, на то, чтобы сделать из наших детей, я имею в виду не русских детей, а делать русских рабов, русских солдат, русских таких вот, знаете, болванчиков, солдатов Урфина Джуз, если можно так охарактеризовать. В школьную программу, конкретно в школьную программу внесены уже новые, помимо тех, которые сейчас есть, новые предметы, которые вот действительно будут отравлять сознание наших детей, перековывать их сознание, делать из них, вот, знаете, патриотов, русских патриотов. Надо обязательно здесь добавить прилагательное слово «русских». Будут делать из наших нерусских детей русских патриотов, русских будущих солдат для войн, для захвата других территорий. Конкретно о каких предметах идет речь, я вам сейчас прочитаю из поста, который написал наш татарский брат из нашего соседнего братского татарского народа, Ринат Мухаметов. Он ведет телеграм-канал, который так и называется «Нерусский». И вот пост такой. В российских школах приняты новые знаковые сокращения. Обществознание, изучение прав и свобод человека для 6-7 классов уберут полностью. В 8-9 классах продолжительность курса сократят вдвое. С 1 сентября этого года также урезают количество часов по английскому языку для 5-7 классов с 3 до 2 часов в неделю. Ранее аналогичные меры в ряде национальных регионов были введены для уроков родного языка. Учебные часы отдаются новой истории Мединского, рассказам про СВО и государственному военно-патриотическому воспитанию. В перечень для учащихся добавлены такие разделы, как «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «За наших», «Великая Отечественная война», «Историческая память и традиции» и «О великих людях России». Как рассказал ректор курирующего все это Московского педагогического государственного университета Лубков, новый предмет духовно-нравственной культуры России призван раскрывать ценности русской цивилизации через жизнеописание и подвиги исторических персонажей. Его будут преподавать учителя истории. В общем, товарищи всерьез решили, что повторение телевизора – это мать учения. Вот такой пост. Я что могу здесь сказать по этому поводу? Хочу сказать только то, что если убирают обществознание, где говорится о правах народа, о правах человека, и вместо него добавляют историю о русских завоевателях, за наших, патриотическое воспитание, если убирают, сокращают часы английского языка, и вместо него добавляют вот эту муть патриотическую, то это говорит о том, что конкретно наших детей хотят сделать просто бездумной массой, которая может в будущем только идти на войну, брать в руки оружие и захватывать очередные земли для великого вождя Путина. Английский язык почему сокращают? Ну, потому что люди, которые знают английский язык, могут переехать в другие страны из этой совдепии под названием Россия, могут начинать читать в оригинале какие-то тексты, статьи, которые запрещены в России, которые нежелательны в России. Поэтому, конечно же, они сокращают и английский язык теперь. И все упирается именно вот в какое-то, знаете, внедрение вот это в массы наших детей о том, что мы русские, что мы будем изучать, оказывается, историю великих русских полководцев, историю войн. Я, конечно же, с этим не согласен категорически, я против этого. И когда башкирские дети не знают свою историю, когда не знают они свою культуру, а вместо своей истории и культуры изучают историю русского государства, во многом которое сфальсифицировано, придумано, ну, допустим, как яркий пример, битва под Бородино.
в войне 1812 года между Россией, между союзными странами, в числе которых была Россия, и Наполеоном, Французской империи. Так вот, тогда русские войска проиграли эту битву. Проиграли эту битву, ушли, отошли, оставили позиции, оставили Москву. То есть битва была проиграна. Но впоследствии ее переврали, сделали так, что это была победа, что это была героическая битва русского народа, где русский народ победил. Или битва на Куликовском поле. Тоже сейчас она преподносится, как и даже вот Путин собирается подписать указ о праздновании этой битвы, что якобы русский народ тогда победил татаро-монгол. На самом деле, тогда русские войска во главе с Дмитрием Донским воевали на стороне хана Золотой Орды Тохтамыша. Это была часть войны, маленькая битва, в которой русские войска принимали участие на стороне хана Тохтамыша за своего сюзерена, за своего хана тогда, хана Руси Тохтамыша, против сепаратиста, да, Мамая. Все, это были внутренние разборки Золотой Орды, где русское войско принимало участие на стороне своего сюзерена, своего властителя. И когда говорят, что вот именно битва на Куликовском поле в 1380 году положила конец татаро-монгольскому так называемому игу, на самом деле это неправда. Русь платила дань до 1480 года, еще 100 лет после этого. И только стояние на реке Угре положило конец этому. И то впоследствии московское государство продолжало выплачивать периодически дань наследникам Золотой Орды. Последнюю такую дань выплачивал Петр I крымским ханом. Поэтому история России во многом переврана. Ну, допустим, врут о том, что там Суворов не проиграл ни одной битвы. Проиграл. И не один раз. Суворов — это каратель, который уничтожал ногайский народ, который подавлял башкирские восстания. Об этом же не будут рассказывать нам, башкирам, в истории. Они будут рассказывать, что он какие-то там в Альпах где-то там ходил. А для чего он ходил? Кто-нибудь знает, для чего он в Альпах ходил? Он в Альпах был для того, чтобы подавлять свободные народы Европы, отправленные российскими императорами. Вот для чего там ходил в Альпах Суворов. Поэтому вся история русского государства — это вранье в большинстве своем. Да, есть, конечно, какие-то там моменты правдивые, но в большинстве своем это придуманная, мифологизированная вообще история. Поэтому то, что нам будут преподавать, вместо того, чтобы убирать предметы, в которых мы будем узнавать о своих правах, о Конституции, изучать законы, вместо этого нам будут просто вот эту кашу внедрять, не нам, точнее, нашим детям будут внедрять кашу из патриотического воспитания о том, что СВО — это священная война, которая ведется там за русский народ. Зачем нам, башкирам, вообще это, башкирским детям? Я призываю всех родителей подумать над тем, стоит ли их детям посещать эти предметы, а если нет такой возможности, что не посещать, надо посещать, приходится посещать, и от этого зависят оценки, то проводить разъяснительные беседы со своими детьми, объяснять им, где ложь, где правда, что мы, башкиры, не приветствуем вот это вот русское внедрение в наше сознание нашим детям, то, что мы русские, что это русская культура, это наша культура, что русская история — это наша история. Нет. Объясняйте своим детям, что у нас у башкир своя история, что у нас у башкиры были свои герои, свои батыры, свои войны, свои восстания, свои битвы, свои деятели великие, писатели, поэты. Рассказывайте им дома хотя бы об этом. Книжки читайте, стихотворения читайте наших башкирских поэтов, писателей, классиков наших. Потому что человек, который вырастет, если на этой пропаганде, если он впоследствии сам не будет искать
правды настоящей, он так и вырастет ватником, который пойдет умирать за Путина, за этот режим, за этот русский мир хоть куда. Сейчас он идет воевать против Украины, дальше он пойдет воевать против своего братского народа казахов, узбеков. Если человек отравленное сознание, если он просто манкурт, он не будет разбираться, что казахи нам ничего плохого не делали, узбеки нам ничего плохого не делали, что не надо против них воевать, что Азербайджан это наш братский народ. Они будут верить русской пропаганде и идти убивать своих же братьев. Чтобы этого не произошло, разговаривайте со своими детьми, объясняйте им настоящую историю, настоящую культуру нашего народа. На этом все. Хау булығыз, хөрмәтле милләттәшләр. Осыршыға тиклем. До свидания.